прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. В республике за целый год 29 новых садиков. В рамках национального проекта получаете деньги, и так неуважительно даже к паспорту отнеслись. Как идет строительство? Вместе с депутатами на контрольном выезде побывал и Салават Мухаммадулян. Все ли в рамках Конституции? Нужно исследовать, почему причины возникновения данной задолженности. Итоговое постановление по делу о приостановлении льготы за ЖКХ. Какое решение принял Конституционный суд республики, знает Зарина Ахметова. Где крыша дома своего? Раскрыли, закрыли целлофаном. И все на этом. Жители 2 домов в Казани боятся, что их крыши оставили на произвол судьбы. Почему работы начали, но не закончили, узнавал Рамиль Шайдуля. Желтые диагонали в самом центре города. Если зеленый и пробка впереди, люди выезжают на перекресток, перекрывает его движение. О новой дорожной разметке расскажет Вероника Гайнутдинова. Как сделать жизнь молодых лучше, поддержать некоммерческие организации и журналистские расследования? Сегодня об этом в Москве говорили на конференции «Единой России», участие в которой приняли 5 делегатов от республики, включая Рустама Минниханова. Лейтмотивом встречи единороссов стало обсуждение выполнения в регионах национальных проектов. Материал сейчас готовится к эфиру, а пока к другим темам. 29 детсадов на 6 тысяч мест. Такой план на этот год в рамках реализации нацпроекта в республике. За работой строителей продолжает вести партийный контроль «Единой России». Сегодня депутаты из рабочей группы по контролю за нацпроектом демографии посетили 3 строящихся детских сада. Сейчас доступность яслей в республике 67,5%. Цель к 2024 году – 100%. Если замечания к строителям, расскажет Салават Мухаммадулин. В рамках национального проекта получаете деньги, и так неуважительно даже к паспорту отнеслись. Только подступы на объект и сразу замечания строителям. Отметка у нас в проекте приклеена на забор скотчем. Это строящийся детсад по улице Завойского. В плане открытия 1 сентября строителям придется поднажать. Оборудование все заказано? Да. В детском саду по улице Родина уже ждут оборудование и мебель. По плану в ноябре, по ожиданиям в сентябре, здесь планируют принять 260 детей. Ровно половина – ясельные группы. Сейчас в республике их доступность 67,5%. Нацпроекты должны решить эту проблему. Спрос, безусловно, бешеный, да, детей очень много. И уже сейчас практически все эти садики заполнены. И это уже на этапе строительства. Чтобы строки не срывались, а строили качественно, Президиум Татарстанской Единой России создал рабочие группы по контролю за нацпроектами. Вы видите, насколько часто собираются все лица, которые ответственны по реализации каждого национального проекта, ведут депутатский контроль, ведется фотоконтроль. Следить и, самое главное, контролировать реализацию национальных проектов может любой желающий, даже просто прогуливаясь. Для этого создан специальный сайт вместе.татар. Он принимает фотографии строящихся объектов. Татарстанские депутаты первыми в стране запустили подобный ресурс. Только в этом году в республике планируется открыть 29 новых детских садов на 6 тысяч мест. Сейчас уровень занятости женщин с детьми дошкольного возраста 76,9%. Цель почти 80%. Мы как раз строим вот это большое количество детских садов с яслями. Это как раз является косвенным помощью женщинам, чтобы она могла пойти на работу. Раз ей есть куда пристроить своего ребенка, только рожденного, получается, она может пойти работать, это содействие занятости ее. По региональной составляющей в рамках нацпроекта «Демография» в республике общий объем финансирования больше 4 миллиардов рублей. Каждый национальный проект, он должен вообще быть в той или иной мере, а уж все 12 проектов тем более, до 2024 года по 2024 год должна ощутить каждая семья. Каждая семья, что качество жизни в результате реализации национальных проектов у нас меняется в лучшую сторону. А потому за их реализацией полный контроль. И уже на следующей неделе депутаты и общественники поедут с проверкой в Набережные Челны. Салават Мухаммадулин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.
Сегодня в Казани подвели итоги и утвердили резолюцию 13-го Конгресса антропологов и этнологов России. На него приехали более 800 ученых из 74 российских городов и 20 зарубежных стран. Приветствие участникам адресовали президент России и президент Татарстана. Всего на Конгрессе вместе с большим пленарным заседанием прошли 66 секций и 2 круглых стола. Ученые обсудили динамику межнациональных и межконфессиональных отношений в России. Поговорили о национальной государственной стратегии, единой российской нации и этнокультурном развитии народов нашей страны. Наряду со стратегией госнацполитики было бы целесообразно отразить в документе значение концепции миграционной политики и вопрос ее практической реализации, особенно на уровне местного самоуправления. Тем более у нас были целые здесь круглые столы. Одним из центральных обсуждаемых вопросов Конгресса антропологов и этнологов была предстоящая в октябре следующего года всероссийская перепись населения. Сейчас специалисты дорабатывают все нюансы. По сравнению с предыдущими она будет иметь ряд новшеств. Сроки будут продлены до месяца, за отказ участвовать штрафовать не будут, и первые результаты обещают огласить уже в 2021 году. О деталях предстоящей переписи мы узнали у одного из ее кураторов из Российского института антропологии и этнологии. Добрый день, Валерий Владимирович. Скажите, пожалуйста, какие будут особенности у предстоящей переписи? Особенности, прежде всего, технического характера, потому что эта новая перепись, она будет проводиться через интернет. Ожидается, что большое количество людей самостоятельно ответят на вопросы без посредничества переписчиков. То, что во всех советских переписях и постсоветских переписях переписные листы заполняли переписчики именно. И поэтому было некоторое недоверие со стороны населения, что касается особенно в части вопросов о языке, о родном языке, о национальности. Теперь эта проблема вроде бы должна быть снята, потому что люди непосредственно сами будут заполнять эти переписные листы. То есть переписчики не будут ходить по домам сейчас? Идея организаторов переписи такая, что максимально большое количество людей должно переписаться через интернет, но переписчики все равно посетят каждое домохозяйство, каждое жилое строение для того, чтобы проверить, все ли переписались. И если у кого-то есть какие-то вопросы, что-то нужно добавить, что-то нужно уточнить, то это вот, возможно, будет сделано через переписчика. А появятся ли новые вопросы какие-то? Вопрос о языке. Вот в переписи 2002 года по сравнению с переписями советского периода была добавлена возможность о том, чтобы люди указывали языки владения не один. Раньше было так, что можно было указать один язык владения народов СССР. Вот. С 2002 года такая возможность была расширена, можно было указать несколько языков, причем не только народов СССР, и французский, английский, таким образом в переписи появились. В 2010 году эта процедура была, ее повторили, все нормально, языковое разнообразие в России было подсчитано достоверно, вот, но было непонятно, а какие же из тех языков, которые население знает, какие реально используют в повседневной жизни. Вот этот вопрос был добавлен в качестве пробного в микропереписи в 2015 году, и он хорошо себя зарекомендовал. Появилась более подробная картина, то есть и владение языками теперь стало известно, и какие языки в повседневной жизни пользуются. Ну и, соответственно, вот эта новация, она будет добавлена и в переписи 2020 года. Спасибо большое. Будем ждать предстоящей переписи. Как и почему лихорадит фольклорное подразделение татарстанского Минкульта? Читайте в интернет-газете «Реальное время». К другим темам. Точка в непростом деле. Сегодня Конституционный суд республики вынес решение по жалобе жительницы Верхнеуслонского района. 4 года назад женщина осталась без субсидий на оплату услуг ЖКХ. Всему виной, как она считает, мусор, за вывоз которого она не платила. На чьей стороне оказалась Фемида, знает Зарина Ахметова. Мусор сюда в течение 4 лет мы скидываем. И именно из-за него лишили субсидий на оплату ЖКУ. Ее и Василия Бениамаровой назначили в связи с инвалидностью. Но в один прекрасный день льготы прекратились. Все потому, что у женщины долг за вывоз ТБО. Об этом мы рассказывали еще в июне. Вопрос в постсовете. Во-первых, как они могли без моего ведома открыть счет на меня в банке, оформлять все документы. Здесь ящиков нет.
транспорт не ездил, не собирал. По словам женщины, от отходов они избавляются самостоятельно, значит, и платить-то не за что. А сельсовет ссылается на положение Кабмина. Согласно ему, раз есть долг, субсидий не предоставляют. С такой позицией документа Василия Биномарова не согласна. Поэтому обратилась в Конституционный суд. Сегодня служители Фемиды вынесли по делу свое решение. Признать абзац 4 пункта 2.4 положения о порядке и условиях предоставления субсидий льгот на оплату жилья и коммунальных услуг, утвержденного постановлением Кабинета министров Республики Татарстан, соответствующим Конституции Республики Татарстан. А значит, все в рамках закона. Однако суд все же оговорил. Сама по себе задолженность не может стать формальным основанием для приостановления субсидии. Все-таки правоохранительному органу нужно исследовать, почему причины возникновения данной задолженности. Сейчас Василибине Омаровой уже возместили выплаты за коммунальные услуги за каждый месяц приостановления льготы. Вернули женщине и субсидию. Сегодня в суде она не присутствовала, поэтому свое мнение по решению суда прокомментировала по телефону. Решением суда и первым, и вот последним все-таки я довольна. Все-таки они по закону поступили. Как она сообщила, все же платить за вывоз ТБО ввиду отсутствия услуги не собирается. Поэтому будет обращаться еще в Верховный суд. Кроме того, Конституционный суд республики рекомендовал включить в постановление более детализированный порядок и условия приостановления предоставления субсидий льготы. Тогда бы определенность появилась бы как у граждан, так и у служителей закона. А вот принимать данную рекомендацию или же нет, здесь уже решение за Кабинетом министров. Зарина Ахметова, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Убрать убрали, застелить забыли. Жители домов по улице Ленинградской в Казани ждут, когда наконец отремонтируют крыши их домов. Здесь вместо шифера сейчас куски полиэтилена. Больше месяца назад кровельщики сорвали старое покрытие, а новым так и не покрыли. Ждать ли его или казанцы так и будут жить под пленкой, узнавал Рамиль Шайдуллин. Вот угол весь течет. 15 лет. С 5-го года у меня все документы есть. Отсыревшая стена и клеенка, чтобы хоть как-то спасти мебель. Вот так уже месяц в своей квартире живет Анна Егоршина, боясь малейшего дождя. Ее двухкомнатная хрущевка как раз под крышей, уже месяц оставленный открытой. Бабуль, не волнуйтесь. Покроем крышу и к Новому году сделаем ремонт. Но крыши никакой нет. Были 2 раза, 3 раза. Раскрыли, закрыли целлофаном. И все на этом. Частично что-то сделали и ушли. Начав ремонтные работы, первым делом рабочие убрали старый шифер, но новым так и не покрыли. Поверх пустот все еще пленка ПВХ. 2 недели проработали и все, и исчезли. Почти так же дела обстоят и в соседнем 31-м доме. Здесь тоже частично разобрана крыша, и работы, видимо, также приостановлены, по крайней мере, наверху. Кровельщиков нет. Длится ремонт где-то с середины мая. Вот, работает один человек. Часто я вижу, что работает без страховки, работает время от времени. Если кровельщика нет на крыше, на самой крыше, это не говорит о том, что он ничего не делает. И 23-й, и 31-й дом по Ленинградской обслуживает одна управляющая компания, где мы спросили, почему на крышах нет никаких движений. К сожалению, кровля делается не за неделю, опять-таки зависит от погодных условий. Как я уже ранее говорил, в июле месяце ремонт будет закончен. Оба дома 50-х годов постройки, но, как объяснили в управляющей компании, 2- и 3-этажки просто не могут накопить денег на текущий ремонт. Капитального же ждать еще больше 10 лет, поэтому поменять крыши решили внепланово, чтобы дома выдержали до этого времени. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана и далее в выпуске. И на Изумрудном будет чисто. Будет чисто! Сколько мусора собрали с берега и дна Юдинского карьера, расскажет Ленар Гинатуллин. Чем дальше в лес, тем больше дров. Аплодисменты! Зачем сегодня в Мамадышском лесу рубили деревья? Знай Сергей Хайдар. Сегодня в Москве Рустам Минниханов принимает участие в конференции «Единой России». Лейтмотив встречи единороссов – обсуждение выполнения в регионах национальных проектов. А до начала дискуссии Рустам Минниханов успел осмотреть креативные пространства Москвы и найти полезные лайфхаки для республики. Подробнее об этом в репортаже Дины Газалиевой. Территорию бывшего завода «Манометр», который был расположен на реке Яуза в Москве, переформатировали. Произошло это 11 лет назад. И сейчас отреставрированные заводские корпуса – место для творчества и креатива. Артплей стал излюбленной точкой для москвичей, для образования, отдыха и развития.
Что тут и с чем, что называется, едят и творят, показали сегодня Рустаму Минниханову. Президент Татарстана традиционно в свой рабочий приезд в Москву осматривает самые интересные и популярные у москвичей места. Начали с университета креативных индустрий, разместившегося на территории Артплея. Здесь же школа дизайна, архитектуры, обучение телевизионному мастерству и многое другое. Это мусоросжигающий завод, а это одна из башни, которая на данный момент просто стоит в Москве. Это раньше была башня телекоммуникационная до еще вышек сотовой связи. Обучаться в университете по разным программам и дисциплинам приглашают молодежь Татарстана. Правда, уточняя, возрастных ограничений нет. Как нет их и среди участников и гостей другой креативной площадки Москвы – музейного пространства современного искусства «Гараж». Объемное понятие разноплановой выставки. Сегодня татарстанцы осмотрели очередную, посвященную теме сохранения природы. Реализация национальных проектов. Обсуждение тем образования, развития культуры и обустройства городских пространств продолжились уже на конференции «Единой России». От Татарстана в ее работе сегодня приняли участие 5 делегатов. Главная тема – национальные проекты в действии. 2 дня идет очень большая и полезная работа на различных площадках по реализации проектов. Начиная с началом серьезной работы, контрольной работы национальных проектов, инициированных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и завершая вот сегодня партийными проектами, которые реализуются на территориях огромной страны. Совместное заседание Высшего и Генерального совета «Единой России», которое состоялось сегодня в рамках конференции, собрало 450 делегатов со всей страны. Акцент единороссы сделали на работу с молодежью, формированию у нее лидерских качеств, а также совместной работе с НКО, различными некоммерческими организациями. Вот мы сейчас говорили о том, что наши юристы вполне могут оказывать поддержку людям, которые попали в сложную ситуацию. Но вот таким социально ориентированным НКО мы, я думаю, тоже могли бы оказывать юридическую помощь и в ряде случаев даже и какие-то бухгалтерские консультации, имея в виду, что их услугами пользуется большое количество людей. И они, скажем по-честному, с большим достоинством выполняют свою социальную миссию, выполняют так, как многим государственным структурам даже и не снилось. То есть просто этому стоит поучиться. Учиться, к слову, готовы. Единороссы намерены возродить высшую партийную школу. Об этом также речь шла на конференции. Как и о том, как поддержать острые и критичные журналистские расследования. 8 сентября в Татарстане пройдут выборы в Государственный совет республики. Единороссы готовятся к предстоящему событию и, как подчеркнул в интервью Фарид Мухаммедшин, надеются, что избиратели отдадут свои голоса за тех, в кого верят. Дина Газалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. Главный символ чемпионата WorldSkills передали Алексеевскому району. Эстафета прошла в Белярске в рамках международного молодежного форума «Солят». Традиционно глава муниципалитета Сергей Демидов нанес на флаг изображение районного герба. Напомню, международный этап эстафеты стартовал в Мадриде в марте прошлого года. В его маршруте уже 20 стран. Завтра флаг отправится в Аксубаевский район. Финальной точкой станет международный чемпионат WorldSkills в Казани. До него менее 50 дней. Новые профессии, экзамены по стандартам WorldSkills и инклюзив для студентов и инвалидов. Эти и другие вопросы сегодня обсудили на заседании Министерства образования в Казанском авиационно-техническом колледже. Прототипирование, мобильная робототехника. Сейчас в республике для студентов более 20 новых направлений подготовки. А почти 3000 выпускников СУЗов в этом году сдали экзамен по международным стандартам WorldSkills. Свой профессионализм успешно доказывают и студенты-инвалиды. 3 июля стартовал региональный чемпионат Амбилипикс по 45 компетенциям. Впереди WorldSkills. WorldSkills, в общем-то, уже входит в нашу образовательную практику. Мы начинаем и текущий учебный процесс приспосабливать, скажем так сказать, под стандарты WorldSkills. И самое главное, что итоговая аттестация у нас уже происходит по многим направлениям подготовки в формате демонстрационного экзамена. Желтые диагонали в самом центре города. В Казани сегодня на 2 оживленных перекрестках появилась новая так называемая вафельная разметка. Для чего нужна такая зона и сколько придется заплатить за нарушение новых правил? Вероника Гайнудинова. Так
дорога сегодня ночью стала вафельной. Это народное прозвище автомобилисты дали новой разметке за ее клетчатый рисунок. Диагональные линии, обозначенные границами ярко-желтого цвета, благодаря которому зону видно издалека. В Казани ее нарисовали впервые. В рамках национального проекта «Качественной безопасной дороги» в этом году наносится разметка 1.26, то есть вафельница. Разметка будет носиться на участках перекрестках, где образуются большие заторы и большое количество народно-транспортных происшествий. Вафельница в Казани пока появилась на 2 оживленных перекрестках в самом центре города. Это пересечение 4 улиц недалеко от театра Камала. Вторая разметка буквально в 100 метрах отсюда на Лево-Булачной. Для чего нужна вафельная разметка, как раз наглядно видно на этом перекрестке. Volkswagen Tiguan проехал, хотя видел, что перед ним пробка. В это время зеленый загорелся у других участников движения. И тем самым водитель создал препятствие для движения. Конечно, нужно, потому что обычно, если зеленый и пробка впереди, люди выезжают на перекресток, перекрывает его движение. Положительно надо. С одной стороны надо, а с другой стороны из-за других водителей не успевает, бывает. Изменения в ПДД о новой разметке внесло правительство России еще в 2017 году. Оно гласит, если образовался затор впереди, на участок со специальной разметкой выезжать запрещается, чтобы не создавать препятствия. За нарушение правил автомобилистам придется заплатить 1000 рублей. Вероника Гайнудинова, Александр Лобанов, Айрат Назипов, Константин Бушуев, ТНВ, Казань. 105 универсальных спортплощадок и 8 лыжных баз построили в этом году в Татарстане в рамках республиканских программ. Сегодня их ряды пополнили еще 2 площадки в Заинском районе. Новые спортивные объекты в селах Бигишево и Верхние Шипки предназначены для занятий баскетболом и волейболом. Площадь каждой составляет 540 квадратных метров. Покрытие выполнено из резиновой крошки, которая не скользит и обладает высоким уровнем амортизации, снижая риск травм. Мы в рамках спартакиады школьников и так занимали, всегда заходили первую тройку. Мы занимали вот сейчас, у нас условия улучшились. Мы думаем, что мы займем на следующий год призовое первое место. Как подготовиться к марафону, уберечь себя от травмы и выстроить тренировки? Сегодня республиканские врачи рассказали о самых частых ошибках при подготовке к большому забегу. Напомним, в мае этого года у одного из участников спортивного марафона в Казани случился сердечный приступ. Спасти его жизнь не удалось. Гипертония, сердечные заболевания, сахарный диабет, тромбоз – лидеры среди болезней, которые обязывают к предварительному обследованию, говорят врачи. Допуск к большому забегу участники получают только с подтверждающей здоровье справкой. Медики призывают и к осмотру в день соревнований. Для этого на площадках дежурят кареты скорой помощи. Необходимо в первую очередь знать, когда этот марафон, на какое расстояние вы запланировали и ваши адаптационные возможности. Это все проговаривать непосредственно с некой такой мультимедийной бригадой. Это врач и тренер. Пластиковые бутылки, пакеты и даже катамараны. Сегодня на озере Изумрудное активисты движения «Будет чисто» провели генеральную уборку. Пляжный сезон стартовал всего месяц назад, а прибрежная зона уже нуждается в срочной очистке. Только сегодня участники акции собрали около 3 тонн мусора. Что интересного нашли аквалангисты на дне Юдинского карьера в сюжете Ленары Гинатуллина. Блеск воды и изумрудно-голубой цвет, словно находишься на берегу моря. Это озеро Изумрудное. Самый популярный пляж для казанцев, но не все относятся к водоему с уважением. Аквалангисты мешок за мешком достают со дна пластиковые бутылки, стекло и другие находки. Смотрите, очень много на дне в этом году раков. Здесь вообще вместо раков. Вода до этого считалась чистая. Вот он в стакане. Бедняга, он умер. Водолазы здесь сегодня не просто так. Они участники акции, что организовали Министерство экологии и Русское географическое общество. Это уже 3-е озеро Татарстана, где идет субботник. Находили оружие. Вот. Оно уже, конечно, негодное было, старое, ржавое все. Вот. Катамаран находили, лодки. Пока водолазы очищают дно озера, на берегу работает более 100 активистов движения «Будет чисто». И поверьте, у них не меньше работы. Убираются все, от мала до велика. Стрелковой Каролине 13 приехала из лагеря вместе со своим отрядом. С радостью помогает. Чтобы заинтересовать молодежь, у Министерства экологии даже специальный конкурс. Нужно собрать целый мешок и получить лотерейный билет. Я пришла, пособирать и тоже хочу что-нибудь получить. Чтобы получить подарок, нужно принести мешок мусора, а взамен получить
получить вот такой вот лотерейный билет. Чем больше мусора, тем больше лотерейных билетов, а это значит шансов получить приз. Дни очистки водоемов Министерство экологии и Русское географическое общество проводят уже более 10 лет. В этом году Изумрудное стало третьим по счету, а в планах активистов посетить еще 4 озера Татарстана. Ленар Гинатуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Искусство лес валить. В Мамадышском районе собрались лучшие вальщики леса из Татарстана, Марий Эл, а также Кировской и Нижегородской областей. Ежегодные соревнования «Лесоруб-2019» собрали больше сотни участников. Почему в Татарстане лучшие лесорубы, знает Сергей Хайдаров. Вот так легким движением лезвия за 45 секунд спиленное дерево готово к обработке. Всю работу выполняет автоматизированный комбайн. За одни сутки такая машина валит больше сотни деревьев. Управляет умной машиной оператор. Программа соревнований включает валку дерева, замену цепи бензопилы, обрезку сучьев и прохождение эстафеты. Мало того, что лесорубам нужно все время валить деревья, так еще и на скорость. Затем, насколько аккуратно выполняется работа, следят судьи. Бревно превращается. Аплодисменты! Владимир Леонидович. Здесь больше сотни лесорубов из Татарстана, Марий Эл, а также Кировской и Нижегородской областей. Фавориты этого лесного соревнования – хозяева. Татарстанские лесорубы, начиная с 2015 года, не знают поражений на всероссийских соревнованиях. Мы гордимся нашей командой, которая на протяжении последних лет завоевывает первые места в Российской Федерации. Для нас это очень почетно, и этот уровень, надеюсь, вот такие состязания, которые мы организовываем, и в будущем помогут нам достойно подтверждать свой уровень и показатели. Региональный чемпионат «Лесоруб» проходит в 2 дня. Такие соревнования Минлесхоз будет проводить и дальше. Масштабы и география расширяются с каждым годом. Сергей Хайдаров, ТНВ, Мамадышский район. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды. До встречи в 21:30. Добрый вечер. Время новостей спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. В Казани стартовало первенство Европы среди юношей и девушек по плаванию. Более 500 спортсменов из 42 стран ведут борьбу за путевку в Токио на Олимпийские игры. 5-дневная соревновательная программа турнира включает 34 индивидуальные дистанции. Это вольный стиль плавания на спине, брас, баттерфляй и комплексное плавание, а также 8 эстафет. По количеству водных состязаний у Казани нет конкурентов. Следующее первенство Европы по плаванию пройдет в городе Абердин в Шотландии в 2020 году. Но уже сейчас мысли юных пловцов настроены на Олимпиаду. Очень рада выступать у вас в городе. Здесь, думаю, самые лучшие условия для проведения чемпионатов. Обязательно приеду в Казань еще, надеюсь, в качестве чемпионки мира или Олимпиады. К новостям универсиады в Неаполе в рамках 30-х летних студенческих игр стартовали командные турниры по настольному теннису. В своем первом матче мужская сборная России уверенно обыграла студентов из Германии 3-0. Весомый вклад в командный успех внес представитель Татарстана Саади Исмаилов, который в своем матче одержал уверенную победу над Джанлукой Волтером, выиграв поединок в 3 геймах. После победы над эстонцами для теннисистов стартуют игры на вылет. Финалы пройдут с 7 по 11 июля. Тем временем на центральном стадионе Казани прошел открытый летний чемпионат республики по легкой атлетике среди ветеранов. В соревнованиях приняли участие 89 спортсменов. Было установлено 4 рекорда Татарстана. 3 из них на счету казанца Виктора Машина. Один рекорд в беге на 100 метров установил 91-летний Ахмед Серазиев. По итогам соревнований был проведен отбор в сборную команду Татарстана по легкой атлетике для участия в летнем чемпионате России, который пройдет с 19 по 21 июля в Москве. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. В субботу ожидается умеренно теплая погода, без осадков не обойдется. Более подробнее после небольшой информации. В Данил Мастер новая акция. Не пропустите. Только в июле при заказе кухонного гарнитура обеденный стол в подарок. Подробности уточните по телефону 2 167 166 или на сайте danil-master.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана ожидается переменная облачность, дневная температура плюс 20. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачная погода с прояснениями. Тут плюс 21, местами кратковременный дождь.
На севере Татарстана – Менделинске, Агрызе, Менделеевске. Местами также пройдут дожди. Днем 22 градуса выше нуля. На северо-западе – Варске, в Кукмаре-Балтаси плюс 21, без осадков не обойдется. На юго-западе – в Болгаре, в Буимске, Дрожжаном будет теплее, тут плюс 23, местами с дождем. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше, местами также ожидаются осадки, днем плюс 22. В последующие дни температуры станут чуть выше. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Спина болит, еле хожу, снова направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» передовая технология лечения вместо операции. Уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. В Казани ожидается переменная облачность, местами дождь. Дневная температура 22 градуса. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.